Много лет эта лодка лежала во дворе. Решил здесь оставить. Время от времени буду рыбачить на нем. Куда-то, может, сети закину или еще с удочкой посижу. Одним словом, пусть тут лежит. Еще прикрепить веревкой надо вон к той скобе. Потому что по большой воде, если вода придет, может уплыть. Для страховки еще вон туда прикреплю. Веревки не нашел. Толковой нету ничего. Вот. Так, вот здесь, вот сюда надо. Повыше. Бревно. Ну вот он я. Короче, решил я немножко подкрепиться. Суп подогрел. Надеюсь, нагрелось там. На печке было. Сейчас покушаем. До этого я здесь своим бытом занимался. Там в амбаре, там амбар, в общем, порядок приводил. Лишнее выкинул, что нужное там перебрал. И хотел, думаю, бич-пакет там заварю, но нормально покушаю. Полноценный обед, чтобы был. Сейчас уже рюкзак приготовил, там веревку взял. И сходим все-таки, наверное, перед отъездом я схожу на таежное озеро. Вот. Пройдусь еще там. Минут 30 до туда пешком идти. И там примерно часа 2 бродить возле этого озера. Ну, озеро-то большое, там длинное. Часа 2 пройдусь вдоль озера. Что-то будет, не будет, посмотрим. И уже как возвратимся оттуда, наверное, сразу я поеду домой. Тут я на вторую ночь я не хочу оставаться. В принципе, не пустынные сегодня мы едем. Нормально порыбачили. А утка может, кто знает, может и повезет еще. Сегодня. Ладно, суп остывает, я, короче, обедаю. И давайте сходим на озеро.
Дошел я до озера. Примерно ходьбы тут от 20 до 30 минут, смотря какими шагами идешь. Не знаю по времени сколько сейчас уже. Солнце в принципе высоко. Половина третьего уже. До темноты, до сумерек 3 часа у нас. Вполне достаточно. Это озеро очень любимое у уток. Кормовая база хорошая тут. Сейчас я передохну, успокоюсь. И буду ходить искать. Очень много уток я здесь уже настрелял вообще. Не знаю как сегодня. Пока тишина. Но и в этой стороне вроде выстрела и вчера, и сегодня не было. Где-то километра 4 на это озеро. Отрывками такие. Чуть меньше может. Километра 3 точно есть. Ладно, сейчас я буду шерстить. Если что-то интересное будет, я буду снимать. А если нет, так лишний раз не буду включать камеру. Кряква взлетела. Вон, блин, в траве сидят. Там дальше волны тоже были. Тишина, ребят. Надоело идти по тайге. По возможности, где есть место, иду берегом вдоль озера. Ну и бывает иногда из травы вылетают, чтобы в лед стрелять. Никого нету. Так, ну ладно, идем дальше. Здесь обойти придется. Нихуя себе. Вот так вот. Утка на дереве получилась.
вдоль озера шел. Короче, там еще свистанул один. Вот это да. Опа. Вон он. Вот так вот. Ну вот. Прости, дружок. Так надо. Охота есть охота. Кто кого перехитрит. Вон. Добыча. Вот так вот. Я, ребят, открыл на боровую птицу охоту. Вон. Это уже начало охоты на боровую птицу. Птица попалась крепкая. Не молодой. Это прошлогодний самец. Молодняка вообще в этом году что-то нету. Да. Явно уток тоже нету тут. Вот такие водоемы, скажем, пустырь, лужа. Потом островки, потом опять лужа. Ну они в траве кормятся, живут. Видимо, просто они уже все с этих мест улетели. Вот так. Когда есть утка, ты его пугаешь или от чего-то пугаются, они летают туда-сюда. Прям на выстрел прилетают. Несколько раз мне вопрос задавали, зачем мне ПВХ, резиновая лодка. Ну, ПВХ, резина и ПВХ отличается. Вот он ответ. Сюда обычную жестяную лодку не притащишь. А с резиновой лодкой при желании, если есть желание чисто порыбачить, вот больше усилий на рыбалку ставить. Вон, взял лодку, притащил, надул лодку и сети закинул. Ночь продержал и дальше пошел. Ну, примерно так. Для этих целей ПВХ лодка одноместная, вот самое то. Но я так, в принципе, тоже не такой заядлый рыбак, как охотник. Охота уже, конечно, на первом месте у меня. Ну и по возможности, конечно же, рыбу ловлю. Вот сейчас в этом походе также порыбачили и поохотились, считай. Здесь тоже можно сетки закинуть. Караси, может быть, тут щуки. Все может быть. Тут без меня, конечно, рыбаков хватает. Но и сейчас, наверное, меньше стали ходить сюда
на рыбалку. Нифига нету. Даже черков ничего нету. Вот в таких местах, в таких островках они обитают. Кормятся там, отдыхают. Все лето, в принципе. Вот в таких коридорчиках, если петли на уток ставить, очень хорошо они попадают. Вот здесь поперек ставишь сантиметров 10 выше уровня воды и туда петли ставишь. Запросто они неосторожные, они глупые утки в этом деле. Самая осторожная птица, которая не лезет в петли, это косач. Это уже самый осторожный, хитрая птица, косач. Именно косач. Не тетерка, а косач. Который черный, блин. К нему трудно подойти, скажем, с подхода стрелять. И также петля не лезет. Ну вот. Шел и дошел до Таежной речки. Все это конечная станция на сегодня. Вода большая, конечно. О, даже лодка тут есть. Новая лодка. Почти 4 метра где-то длиной. Не почти, а даже 4 метра. 4 упруга. Я обычно на 3 делаю. Да, 4 метра. Тяжеловато, конечно. В одиночку таскать. Вот. Ну, на тот берег, видимо, ходят охотники. Ладно, пускай ходят. Да, и здесь ходить можно по этой речке. Там ямы хорошие. Но мы с Денисом вниз по течению спускались. Я показывал летом вот видео, где я окушка поймал одного на этой реке. Ну, река с пеной идет, но вода еще поднимается. Короче, сейчас напрямик я буду идти к избушке, а скажем, от того бора можно еще в другую сторону по этому озеру идти, но уже не стану, потому что толку я от этого не вижу. Одна кряква в самом хорошем месте, где обычно утки много встречаешь. Так, ладно. И пойду по этой тропинке. В стороне елки стоят, но ну никак не пройти мимо. Вообще, ну вот просто сказка эта елка. Тут 2 пары лыжи стоят. Вот она. Вон. Здесь, смотрите. Вот стройматериал для лыж. Или же для лодку, если сделать из этого. Ах, блин. Надо проверить на прямослойность.
вообще идеальный. Вот это дерево мне понравилось. Сразу моментально. Эти вот со сучьем, оказывается, вон сучья. Вон. Чуть-чуть плохие. Этот тоже, оказывается, сучок тут. Да. Нет, это плохое. Вот это уже да. Из этого я бы сделал 2 пары лыжи. Хорошие лыжи получится с этой елки. Вон она стоит. Жалко прямо оставлять. Да, красивое дерево. Когда ты ищешь стройматериалы, бывает ты не находишь, а вот так тупо идешь. Вон еще елки. Блин, такая красота тут. Когда ты тупо идешь, ничего не надо. Охотишься. И находишь такие елки, блин. О, вон там еще лучше. Вообще класс. Вон второй. Но отсюда не вывозишь. Это уже далеко, и я не попаду к этим елкам в следующий раз. Мать моя моржиха, блин. Вон она. Вон. Плотник сразу узнает свое дерево. Мне это сразу елка понравилась. Второе дерево, которое мне понравилось вообще. Идеально. 2 метра такой брусок. Отсюда, если спилить, 4 лыжи получится, 2 пары лыжи. С этого это уже плохой, этот кривой. Вот это толстый. Это толстое дерево. Уверен, он гнилой внутри. Он гнилой, да. Сразу понятно. Он гнилой, но по диаметру подходит для доски на лыжи. Идеальный вариант. Да. Вот где стоит стройматериал. На лыжи. Вот так вот. Ладно, пускай стоят. Ждут своего часа. Китайцы приедут. Все вырубят. Это уже 100% так будет. Смотрю я канал Феофана в Карелии. И там, короче, брусники мешками собирают. А у нас ни одной. Вот сейчас мне хочется пить. И я бы с радостью закинул пару ягод. Вот, чтобы хоть как-то утолить жажду. В таких случаях, конечно, надо с собой таскать бруснику. Ой, блин. Барбарис, бруснику говорю. Барбариску. Там болото. На болото, что ли, зайти, да? Клюку посмотреть. Блин, мне терпешь, хочется пить. Холодную воду пить не стану. Ягоду посмотрю. Если есть, то уже сразу найдем. Вон она. Клюква. Между прочим, вкусная тут ягода. Сорт разный тоже. Что черника, что клюква. В разных местах разный вкус.
Но не скажу, что много. Практически нету. Это считай, брусники нету. Клюква тоже пока не вижу. Не знаю, там больше или меньше. Там большое болото даже. Тут вообще нету. Сейчас туда схожу. Что-то суп поел. Вроде 2 тарелки таких. Ну небольших, на 2 тарелки. И сытно наелся. А вот сейчас уже опять снова хоть слона съел бы. Я смотрю, тут людей никого нету. Если клюква есть, народ-то ходит сюда. Куда я залез? Я бы мог просто пройти по ягелю и спокойно дошел бы. Но нет, хочется посмотреть. Вон он. Вон. Вот так вот. Угу. Не, реально вкусно тут. На охоту поеду на вторую избу. Если птиц не будет, там соберу. Если время будет, соберу клюкву. Мне ведро хватит. Всей семьей так морс пьем. Но в основном из терники морс хороший. Вот такое болото. Красивое тоже. Вот такие делишки. О, медведи. Вроде бы. Какие-то следы. Или копытный какой-то прошел. Странные следы какие-то. Шаги маленькие, как у медведя. Но и в то же время как-то видно, это на олени прошли тут. Вроде похоже на оленя. Короче, гадать не стану. Но это видно, копытный какой-то прошел. Похож на оленя. Аккумулятор разрядился. Поменял аккумулятор. Ну, любимая ягода у глухарей тоже. Глухари любят. Реально вкусная тут ягода. Я кислая не очень так люблю, но здесь особый вкус какой-то. Ну немного тут их. Не скажу, что очень много. Но за день ведро-то можно собрать. До себя. Бродишь, бродишь. Чаек с собой взять. Чай.
еду. Вон, вот тут уже больше. Тут уже больше. Вон, смотри. Вот. И собирай себе спокойно так. Местами, значит, есть. О, сейчас я наемся. Наемся витаминчиков. И дальше пойду. Вот так вот. О, смотрите. Реально говорю, не кислая она тут. Очень вкусная. Да. Короче, я вырубаю камеру. И минут 10 спокойно я тут отдохну и наемся этой клюквы, витаминчиков. Вон, смотри, сколько их тут. За утками бегаю. Уток нету. Надо было ведро взять. И вместо уток пособирать ягоды. Обалдеть. Ну что, ребят, я собираюсь. Поход заканчиваем. Сейчас еще это поддувало пока открою. В принципе, со второй избы буду обратно возвращаться. Где же гость-то? Буду возвращаться, тогда можно закрыть на зиму. А сейчас пока пусть продувает. Вот так. Здесь пока так оставлю. Я уж собрался, да и дождь идет как-то. В принципе, территория все убрана. Это остатки дров еще до хрена остается. Так, здесь закрыли. Дровишка, вон, смотрите, сколько приготовил. Топор, если какой путник придет. Старый огнетушитель привез, не знаю почему тоже. Пускай тут лежит. Так, здесь у нас печка, чайник, все оставляем. Так, котелок там, матрас, все есть. Ну, как обычно, все стандартно. Все в порядке, я пол подмел, дровишки на затопку. Дверь тоже открытым пока оставлю. Все открытым. Тысячный раз, наверное, уже говорил, что печка очень понравилась, очень теплая, 5 часов. Можно даже не задумываться, что будет прохладно, холодно. Вообще, я сегодня спал, отдыхал. Не хуже любой кирпичной печки. За свои слова отвечаю. Четкая печка получилась. С размером и все. Ну, я не знаю. Вот и все. Класс. Прям класс. Все классно получилось. Так, бересту туда уберем. Противопожарно. Ну все. Спасибо, изба. До следующего раза. Следующий раз, наверное, поход с ночевкой в этой избе, наверное, только зимой у меня будет. Потому что сейчас, если все нормально, если ничего в жизни не поменяется,
конечно же, я поеду на вторую избу. Может, здесь на один день, может, проходным приеду, но не знаю, вряд ли на нас ночевка получится пока. Дел не проворот, как бы сказать, домашние дела, свободное времени тоже не так много, как многим кажется, что я вообще из леса не выхожу, снимаю, хожу только, но это не так. Время от времени, конечно же, буду выбираться на природу, чтобы поснимать, выкладывать фильмы. А так, лодку тоже здесь оставлю. Вот я смотрю, надо на середку еще на какое-нибудь полено. С двух сторон я еще туда подложу, потому что если снег много навалит, там, блин, прогнется. На еще чурку я туда поставлю. Вот. Ну ладно, сейчас поедем. Дождь, все в туче. После заморозка всегда такая картина, постоянно. Заморозки, значит, дожди будут. Это проверено уже жизнью. Ну, с двух сторон полено подложил. Сейчас уже ничего не прогнется. Все четко получилось. Все, пока, изба. До новых встреч. В общем, на вторую избу буду подниматься, может, остановлюсь. Сейчас печку затопим. Поедем. Ух, хорошо. Видите, ребят, там у меня знак аккумулятора горит. Все время горит, уже несколько лет. Причину я так и не нашел. И вот, скажем, я сейчас включу дворник, он, видели, ярче становится. Где что замкнуло, не могу понять. Выключаешь, меньшее замыкание. О. Кто может подсказать, где причина, или к электрику это надо съездить мне? Самостоятельно я так и не нашел причину. Но гнилой участок тут. Доехали. Еще это проскочить и, в принципе, будем дома. Чуть-чуть, блядь, газ кинул и все нахуй. Ёбаный в рот, блядь. Опять на мосты сел. Вчера я там проехал. Ой, блядь. Капитально сижу. Как всегда. Как всегда. Чуть-чуть. Не рассчитал. Чуть-чуть. Надо было здесь проехать. У меня скинуло меня, блядь.
Ну что, ребят, вот такая фигня. Пишите, что тут буксовать негде, а я буксую. И смотрите как. Резина виновата, будете писать. Но это хоть какая резина, если на мосты сядет машина. И не могу сейчас я выехать с этой колеи. Понимаете? Ну не едет машина. Сейчас я лопатой еще тут немножко покопаю. Какой-нибудь бугорок сделаю. Вот скинула меня на эту колею и все. Глубина не очень-то глубоко, но на мосты. Короче, сядет машина и не выйдет. С горем пополам, ребят, я вылез. Сейчас уже на сушину залез. Буду медленно, тихо ехать. Сейчас на пониженный включил. И только-только вот как бы косо тут лопатой покопал. И получилось вылезти. Вообще гиблое дело. Блин, это, я вам говорю, это гиблое место. Не смотрите, что вот как будто хорошая дорога. Здесь полная глина. И, блин, машина ну, не едет. Что ты делаешь? Немножко заотдать. Короче, чтобы не скинуло уже меня. Все, потихоньку попробую и поедем.
Все ли на месте там? Ничего не перевернулось. Фу, вот такой я есть дюк, как мне пишут мои зрители. Но проехал. Как это Олег едет и не буксует? Это не по-нашему. Опа. Ну все. Самое страшное позади, ребят. Сейчас уже нормальная дорога будет. Здесь по-старому сено, ну, тоже поле было здесь, сено заготавливали. Но люди сейчас уже начали тут новую тропинку вообще протоптали. Сперва на мотоцикле, потом мы на машинах тоже начали ездить. Потому что слева, где я летом ездил, там круг больше. И здесь дорога намного лучше. Там по старым колеям тоже проезжаешь. А тут первая, вторая скорость нормально. Можно ехать. Ух, вспотел ужасно, ребят. Честно слово. Не хочет выехать машина. Что поделаешь с колеи, блин. Но справился я. С плохой резиной, но справился. Так что будем дальше ездить. Ну, как и говорил, в этом сезоне это последний поход на УАЗике был, на первую избу. На УАЗике я, наверное, больше не поеду. Без необходимости. Если какая-то причина будет, чтобы ехать, может поеду, но чтобы, скажем, ради уток, нет, по такой дороге. Я лучше быстрее, то есть, вернее, быстрее доеду на лодочном моторе, как сказать, на лодке вообще. На лодке. Скажем, там минут 40 езды, наверное. А здесь, сейчас по такой дороге тоже почти час надо ехать на машине. Износ, как мы знаем, большой. Я не насильник. Хоть, скажем, это вездеход, как мне пишут, но все равно я люблю свою технику, и насиловать ради какой-то утки я не буду. Не стану я. Проездили, хватит. Будем ждать, когда выпадет снег. Следующий транспорт, на чем я буду ездить, это, конечно, буран. Зимние походы только-только начинаются. Это сейчас осень. И скоро уже зима. Еще месяц остается. Нет, больше. До примерно 2 месяца уже 100%. Потому что сейчас осень теплая, долго зима не начинается. И нормально, чтобы на буране ездить, это где-то в конце и ноября или начале декабря. Вот такие дела. Ну, еще там грязный участок, это где лесовозы ездили. Когда я поднимался, я вам вкратце показал ночную езду. Делянки, там лесовозы лес вывозили, ну и там тоже, но там проходимо. Для УАЗика не так страшно, вот что здесь, знаете, вот человек тоже, скажем, добрый, а внутри может быть злым. Вот так же, вот такой участок, трава, там вообще подозрений никакого нету, но в любую минуту, в любую секунду ты можешь застрять там. Вот такое место там. Что, вон там утка, наверное. Я не вижу, ребят. У меня не такое зрение, но вижу, как волна по течению идет. Да, там утка. Переходит речку. Сейчас на середине реки. Да, утка там.
Можно, конечно, подобраться запросто, там подстрелить, но достать уже, да и темно уже становится. Уже почти на самой середине реки. Жалко, конечно. Если Panasonic я бы приблизил. Да, там утка плюет. Плюет по течению. И походу это подранок. Почерк такой. Думаю, это подранок. Вот такие дела. Ну что еще? В принципе, кино будем заканчивать. Что, возможно, я поснимал. Получилась рыбалка, охота. Поход с ночевкой. Ждите новые видео. Осеннюю охоту. Рано или поздно все равно куда-нибудь съезжу. Но основное направление у меня, конечно же, вторая изба будет. И после этого уже снова первая изба. Ну и так чередовать буду. Видео будет выходить, как и выходило. Короче, спасибо всем большое за просмотры. Ставьте лайки, дизлайки. И подписывайтесь, кто не подписан. Всем пока. Утка, смотри. Или вальшнеп. Вальшнеп. Я думал, утка там. Ой, блин. В воде спит.